Ему как бы все подвластны, все вот эти духи. Земные духи, вот ему подчиняется. Это наш планетарный дух Аба Худай Ах Бурхан Будда. Или по-другому Манас. Просто он Манас, героическое Манас лечит. Это есть дух. Высший разум. Да, высший разум, это есть сознание. Манас деген вот сознание, деген вот такое сознание. А люди ищут не просто какого-то героя. Это он хозяин земли. И он, представляете, я, например, бываю в Кыргызстане, а если он хозяин нашей планеты Земля, какая разница? Алтай, Кыргызстан — это одна территория. И я там буду, я работать буду, я здесь буду работать. Он везде видит, как ты работаешь. Я в Кыргызстане, он там мне дает задание. Потому что мы в духе единый народ. Культура у нас, язык один. У нас все единый. Мы единый народ. В корне мы единый народ. Да. Язык один, культура единая. Да? Просто у нас какое-то время далеко разъехались, и маленько у нас разница есть. А мы в корне один народ. Мы поклонялись изначально первому, тому, что было. И вот посмотрите. Вот я когда вот этот камень ко мне пришел, я потом впервые удивилась, что, посмотрите, вот посмотрите, пожалуйста. Вот это вот наша вершина Белухи. Святым там священные горы тоже в Кыргызстане же есть. Как она называется? Алато? Алато, да? Да. Ага, вот Алато. У нас вот Белуха, Уч-Сюмер. Уч-Сюмер деген это три вершины. Ага, уч вершины. Вот три вершины, одна из вершин. Имды внимательно посмотрите. И здесь лежит олень. Этот олень у вас тоже есть. Он тоже у вас священный, как у нас на Алтае считается. Оказывается, сейчас я вам открою такой большой секрет, за которым мы приехали на Алтай, да, и услышать мою молитву это. Сейчас мы с вами поговорим. Когда вот эти открытия происходят, я так этому радуюсь, когда мне дают, позволяют они открывать. Это и есть Алтайдың Изи, дух Алтая считается, да? Я думала, только этот олень, только на Алтае он священный, и только наш дух так не. Сначала я так думала, когда начинала писать картины. А сейчас я вижу, вот так вижу, и широко понимаю. Оказывается, вот этот дух олень, внимательно послушайте, и Ах Бурхан — это единый дух, это один дух. Когда этот дух спускается на землю, на наш уровень материальный, он проявляется в виде оленя. Это он. Высоко на небесах мы его иногда видим старцем или в виде большого шара, вот такого. Это энергия. Энергия. А мне, как художнику, энергию же я шары не буду вам писать, вы не поймете, да? Это зритель не поймет. А мне, как художнику, нужно образы передать эти знания. И получается, вот эта могучая энергия нашей планеты Земля проявляется в виде старца Манас, великого сознания. Либо Аба Худай Ах Бурхан Будда, либо Манас — это все в одном лице, только его называют все по-разному. И он, когда спускается на землю, проявляется в виде оленя. У вас Бугуене, у нас вот это одна энергетика, это одно сознание. Здесь невозможно разделить. Именно смотрите, он за нами. Почему у него, вопрос, почему у него над головой горит вот этот огонь? Это уже о том говорит, что это не простой олень. У простого оленя там ничего не светится. Если у оленя над головой это светится та же энергетика, вот она. Видите, у него шар. Это значит, спустился к нам кто? Спустился к нам сам Манас. Вот он. Вот это и есть. Он просто поближе к нам спускается и наблюдает за нами, как люди тут живут, куда они двигаются, готовы ли сплачиваться, а готовы ли охранять свою природу. Вот он уже наблюдает. И вот он сидит, не видит, как он наблюдает. Так? Наблюдает, что люди делают. И они находятся в основном такие энергетики на чистых местах. Вот как Алато на вершине, они собираются в виде пирамиды энергии там. Как Белуха, да? Скопление энергии происходит. А сейчас такие трудные времена настают. Многие вот в таком состоянии. Со своими узелками, сумками, не знаем, какому Богу верить, по какой дороге идти, кто нам поможет.
многие вот такие явления в затруднительном депрессивном состоянии. Где эти знания-то взять? Оказывается, когда наступают трудные времена на нашей планете, оттуда боги, худайлар отпускает таких людей, художников, композиторов, пророков, чтобы вот народ спасти.